Добрый день, уважаемые гости, коллеги. Сегодня в пресс-центре Татар-Информ мы поговорим о событии, которое произойдет в Казани впервые. 20 мая в Казанском государственном театре юного зрителя имени Габдуллы Кариева в рамках программы поддержки людей с нарушениями зрения «Особый взгляд» благотворительного фонда Алишера Усманова будет проведен спектакль с тифлокомментированием на татарском языке. И для того, чтобы поговорить об этом событии, мы сегодня пригласили спикеров. Представлю их вам. Закирова Галюся Тавкиловна, тифлокомментатор, заслуженный работник культуры Республики Татарстан. И Армиев Мансур Зинурович, директор Казанского татарского государственного театра юного зрителя имени Габдуллы Кариева. Дмитриева Ксения Михайловна, руководитель программы «Особый взгляд» благотворительного фонда «Искусство, наука и спорт». И Сафаргалеев Наиль Ибрагимович, директор Республиканской специальной библиотеки для слепых и слабовидящих. Добрый день, уважаемые спикеры, здравствуйте. И давайте начнем с вас, Мансур Афенде. Как произошло ваше взаимодействие вот с этим фондом и как вы пришли к тому, что надо организовать такое мероприятие? Как вообще все это получилось? Пожалуйста. Исәнмесез, здравствуйте. Барыгызны да шушы бәйрәм көннәре белән, ураза бәйрәмнәре, ураза көннәре белән, второй день. Здесь спасибо за то, что так тепло встретили даже с чаем, треугольниками. За это отдельно спасибо. А наш театр, Татарский ТЮЗ имени Габдуллы Кариева, давно у нас, в этом году у нас будем отмечать 30-летний юбилей. И начали работать, Аллаха шикар, вот в новом здании. И у нас начали сейчас полными аншлагами идти перед спектакля. Первой неделе у нас вот с 26-го день рождения Тукая мы открылись и начали работать. Но которые все были у нас проекты, мы будем оставлять. Я уже неоднократно говорил, что такие проекты, солдаты, театр солдатам, работа с инвалидами, выездные спектакли, все у нас, все проекты, которые были, они остаются. Туда добавляются просто фестивали разные, которые мы проводили. У нас из-за нехватки мест мы совместно проводили в других площадках, будем проводить такие спектакли. Уже вот сегодня я специально пригласил Зинур Хасняра, руководителя, редактора Сяхна. У нас с ними только несколько проектов и проведения фестивалей совместных. У нас еще ожидает, я попозже скажу, с ним уже другой проект. У нас вот за 2017 год общее количество показали здесь для зрителей и инвалидов 29 590 человек нас посмотрели. Это включая, которые у нас выездные. И когда солдатам едем, там показываем специальными, приглашаем инвалидов и другие. А в 2018 году у нас уже общее количество благотворительных зрителей это 2543. Мы здесь чуть-чуть отстаем, но так как вот перед открытием мы никуда старались не ездить, подготовились здесь. И наш театр был благотворитель вот 2013 года, вот первый, и благотворитель вот 2017 года. Мы получили такие дипломы. Поэтому мы особо выделяем работу для инвалидов и по доступной среде работать. Біздің театр ашылған уақытта даже меңа келіп замечаниялар ясадылар, но мен өз пикіремні қалдырдым. Ол бір ойлағанда бик матур да тұрмай, мына кіргенде театрға анда Брайль белән язылған біздің таблицалар тұра. Ол Бүрістен де Кариев театрының таблицалары қырыйында бик матур түгел. Аны алырға да қоштылар, бірнендей жерге де кірмәгәнен, біз аны қалдырдық.
и без аны шушы министрлар кабинеты ярдәмендә законлаштырдык. Һәм безнең кіріп файыға кіруге, анда уже ничек керәсен, шушы Брайль белән ясалган даже безгә ясаттык, үзебезгә, ул бүтән театрларда юкта. Шушы безнең театрның маршрутын, ничек кереп, кая керәсе, кая барасы. Ләкин аннан гына түгел, стоянкалар ясаткан ек, 7 машинага стоянка ясаткан ек. Шушы безнең инвалидлар өчен знакны куйдык. Но безнең кеше шундай почти теге сугыш дәрәҗәсенә кадәр барып җитте. Бүтән центрга кем килә, кемнең удостоверениесе бар инвалид машинасы белән, алар бөтенесе куя башладылар. Ул теге театрга килгәнне уйламадылар да. Шуңар күрә калдырдык, законлаштырдык бер генә урын. Хәзер зато бернинди жалобалар да булмады, бетте, талашулар да бетте. Күпме яхшылык эшләргә телибез, анда инде уже килеп чыга. Ставили нам мы знак «Стоянка для инвалидов» перед театром. Получается, все хорошее, думают люди, для всех. И весь город, который приезжает на машинах, инвалидных машинах, они все начали туда ставить. И сразу они начинают жаловаться за то, что их не встречают, не провожают. И они даже не думают, это как будто это городская среда, городская земля и специально сделанная площадка, и нам, нашим зрителям, не хватало мест. И вот с последних дней мы сами уже прокуратуру написали, оставили одно место, которое как положено по закону. А других уже мы встречаем, у нас все уже и подъемники есть, мы каждый спектакль стараемся встречать, они звонят и провожаем до своих мест. Поэтому я хочу сказать, вот это бывает разный контингент инвалидов, мы со всеми работали, но не могли найти вот такой общий язык или как-то общую доступность слепыми. Сурдоперевод у нас давно было, мы показывали, когда специально в школах сурдопереводами мы уже давно, 2-й год работаем. А вот слепыми это было очень сложно, потому что у нас есть постоянные клиенты, которые, они слепые, но не от рождения, от которых или инвалидность они получали, или так. Они понимают, там не переводчика нужен, не старинные спектакли, они приезжали, мы их встречали и проводили до своих мест, и они все благодарностью уходили, и все эти происходили, билеты бесплатно им передавались, мы через Ярдәм очень тесно работали и другими организациями. Вот Аллаха шукр, когда начали уже работать по этому проблеме, у нас библиотека слепых отправил Гулюсу Закирову на учебу. Самый такой вот радостный человек, это, наверное, был я, потому что у нас никто в республике не работал с слепыми, но слепыми по театрам. У нас вот это... Она закончила учебу, Наиля Бега, большое спасибо за то, что он сразу отправил учиться там. И спасибо москвичам, которые их приняли, их обучили, как она закончила учебу, пришла ко мне, мы с ним попробовали через перевод работать с нашей аппаратурой. И мы вышли, это уже мы фондом Алишера Усманова, мецената, уже когда я пришел в театр 6 лет назад, я сразу начал работать меценатом Алишером Усмановым, он нам постоянно помогает, спасибо ему. И вот этот вопросом мы вышли на руководителя «Особый взгляд» Ксения Михайловна Дмитриева. Она
с удовольствием поддержала. И у нас это первый такой проект большой. Мы специально приобрели такой перевод наушники. Там уже у нас прямой на русский язык перевод идет, а для слепых там по-другому. Поэтому разные каналы, и пришлось нам закупить вот это оборудование. После пробы у нас все нормально, вот в воскресенье мы хотим уже это полностью показать. Там они объясняют побольше, чем на русский язык. У них по-другому все это устроено. И после этого, когда уже началось вот это все движение, с этим особым взгляд мы по-татарски «Яңа караш» деп атадық өзіміздің проектны. Біз Зиннур Хөсниярға мөрәҗәгать иттек, һәм икенче эшебез итеп, шушы ук күзләре күрмәгән, колаклары ишетмәгән, һәм безнең хәзерге вакытта бик проблемалы булган ихтирамлылык, инвалидларга күрсәтә торган мәрхәмәтлелекне чагылдырган пьеса язарга. Пьесаны ул аңлатып китер, менә хәзер ул язып бетерелгән, хәзер аны төзәтү бара безнең яктан. Монда шушы кролик Эдвардны күрсәтеп, ул инде кролик Эдвардны все понимают, который читали, а который это семейный спектакль у нас, мать, дитя там, или всей семьей можно смотреть этот кролик Эдварда, потому что когда сильно обижают, ребенок начинает уже нервничать, и родители начинают плакать. Это очень со стороны очень интересно. Но другой вот спектакль, который сейчас Зиннур Хөснияр пишет, это уже по-другому. Здесь уже кто поймет, сукырны сукыргына шын күңеленнән аңлый ала, колак ишетмәгән кешене колак ишетмәгән кеше генә аңлый ала. Теге колагы авыртып, әз генә ишетмәдемени, шулай менә генә дип кую, ул инде әле теге проблемаларын аларның белеп бетерү түгел. Шуның өчен теге профессионаллар үзләренең ниләре бар, алар белән сөйләшеп, Наил абыйга менә рәхмәт. Алар бит күрмәгәнгә, аларны ничектер аңлатырга кирәк. Менә шушы проект безнең өчен бик әйбәт булып чыкты. Әйтәмеш, безнең көтеп алынган шушы менә Гөлүсәнең укып кайтуы безгә хәзер инде безнең колагы ишетмәүчеләрне түгел, күзе күрмәүчеләрне дә чакырып, безнең әле бу беренчесе бу Казан шәһәреннән генә чакырырга җыенабыз. Анда 30-га якын кеше, бөтен республика буенча безнең количество анда саннар җитәрлек дип уйлыйм. Шуңар күрә безнең бу Ксения Михайловна, вам уже за то, что вы приехали сюда, большое спасибо, за то, что вы, надеюсь, у нас вот этот, который дальше программы, которые будущие, вы нас поддержите. И со всеми, Казань, конечно, очень город такой. Здесь вся, которая новость, она сразу берется всем театром, все уже вопросами обращаются. Если вы разрешите, я всем театрам ваш телефон дам, который, может, они тоже отправят своих, у кого там больше денег, что переводчиков, а то Гөлүсә, я и не хочу другим передать Гөлүсәне, она единственная. Поэтому с большой надеждой Зиннур абыйга вот несколько слов, как будет это все происходить. Кратко только объясните, пожалуйста. Сначала я бы хотела спросить все-таки о критериях отбора спектакля для тифлокомментирования. Наиль Ибрагимович, может быть, вы нам объясните, вот для тифлокомментирования подходит любой спектакль, любой контент, или есть какие-то особенности его отбора? Нужно сказать, что есть, конечно, спектакли и фильмы, которые трудны для восприятия, есть полегче. Но в данном случае выбирали мы по сюжету, что необходимо, а именно философского содержания. Этот спектакль учит сопереживанию. И вот когда ребенок смотрит с родителями,
видит, что происходит на сцене, рассказывает ему. Ведь незрячим он сопереживает с родителями вместе, понимая, что происходит на сцене. И вот в связи с этим я хотел сказать, почему нужны тифлокомментарии. Люди, лишенные зрения или испытывающие проблемы со зрением, очень любят смотреть фильмы и очень любят спектакли. Спектакли, а что нужно незрячему? Он во многом понимает, что происходит на сцене. Но немножко незрячему надо помочь сказать, что спектакль идет, вошел, допустим, в комнату герой, персонаж, какой он, вкратце сказать, что он повернулся и смотрит на девушку, или девушка отвернулась от него. И тут уже незрячий понимать начинает смысл диалога, смысл текста, что там происходит. И поэтому, спектакль выбран, я уже повторюсь, почему? Потому что здесь есть сопереживание, есть когда и родители, и ребенок, который пришел с ними, сопереживает, что происходит на сцене вместе радуются, возмущаются, и выражают свои эмоции. То есть этот спектакль воспитывает в ребенке чувство прекрасного, хорошего, добрые качества пробуждает, то, что ценное, но и умение переживать. И сопереживая со всеми вместе, зрителями в аудитории, человек незрячий чувствует себя полноценным человеком, участвующим в общем процессе восприятия культурных ценностей. То есть он становится полноправным членом данного социума. То есть он себя чувствует в обществе равный со всеми. Создается психологический комфорт и создается возможности для коммуникации в будущем этим людям успешно сотрудничать, вести себя среди обычных людей так, как необходимо. То есть он помогает ему реабилитироваться, а детям получать абилитационные возможности учиться воспринять окружающий мир. Рахмет, спасибо. И сейчас вот как раз... Спектакль әйтергә кирәк без нәрсәгә алдык аны. Бу спектакль битараф калдырмый беркемне дә. Өлкәнне дә, яшьләрне дә, балаларны да. Бу спектакльдә бик күп фәлсәфә, шундай урыннары бар фәлсәфәлек, кешеләрнең иретә яхшыны аңларга, начарлыкка каршы нәфрәте кешенең уяна. Шуңа күрә менә шул бала өлкәннәр белән бергә күреп авырлыкларын инде персонаж күрә анда. Авырлыгын аның өчен уйлап, аның өчен җылап та утыралар бит менә. Шуңа ул психика тәэсир итә, әйбәт спектакль. И шунда вакытны өлкәннәр дә, бала да күрмәүче килгән. Анда нәрсә барганын аңлый башлый, бергә нәрсә барганын аңлап, бергә әтисе-әнисе белән үзенең фикерләрен әйтеп, үсешенә киләчәктә булачагын, үсешкә дәрәҗә булачагын ки психик яктан да үзен бергә әниләр әтиләре белән сизеп, начарлыкны, яхшылыкны аңларга өйрәнә. Рахмет сезгә. Һәм сорау Зиннур Хөснияр сезгә булыр. Бу әкиятне менә күзләре күрмәүчеләр өчен әзерләүдә нинди алымнар кулландыгыз сез? Ничек сез Гөлүсә белән бергә әзерләгәнсез дип аңлыйм инде мин, әйме? Рәхим итегез. Кнопкага басып, ярый, кнопка. Зиннур абый, кнопкага басыгыз. Сезне ишетсеннәр өчен рәхмәт. Язла, деп әйтсәң дә, дөрес булыр. Это реальные события, это не сказки, из жизни. Все персонажи, там 7, возможно, даже 9 героев могут быть, потому что еще я до конца не доделал. Жду стимулу, все равно вот как творческий человек, хочется, чтобы твоя пьеса славилась на сцене. Вот сегодня вижу, еще Ксения Михайловна, наверное, скажет, насколько это реально. Так? Пьеса называется «Немой Муадзин».
Почему немой, почему Мазин? Это главная интрига пьесы. И там у нас трое от рождения герои, молодые герои от рождения слепые. Я уже с ними, своими героями в одном купе проехал, как-то образно сказать, от Москвы до Казани. Мы познакомились, мы общались, я сейчас их знаю. Потом, сейчас ведь никого не секрет, у нас постоянный кризис экономический, но это все переходящее. Самое главное, сейчас в нашем обществе наступил духовный кризис. Сейчас среди зрящих много слепых. Вот пьеса затрагивает и такие темы. И самое главное, все мои герои, они очень большие оптимисты. И вот, мне кажется, эта категория людей, это в хорошем смысле, я говорю категория людей, они ближе к живой природе, намного ближе, чем даже мы. Даже, я не боюсь сказать, Аллаху они ближе, Богу они ближе, чем мы зрячие. Вот песни, наши песни, мои песни, все это описывается, очень там саспенс, интриги очень много. Вот если получится, если материальная сторона дела нормально разрешится, думаю, что появится, Аллах веса, неплохой спектакль. Рахмет. Следующий вопрос, Галюся Ханым, будет вам. Я так поняла, что вы учились тифлокомментированию в Москве на русском языке. А каковы особенности тифлокомментирования на татарском языке? Вам пришлось адаптировать? Да, действительно, я прошла обучение в феврале этого года. Специально поехала целью, чтобы тифлокомментирование внедрять именно на татарском языке, так как я сама татарка. На русском языке у нас много и фильмов появляется, а на татарском языке ни фильмов, ни театров до настоящего времени не было. И специально с этой целью поехала учиться. По поводу отличий, действительно, есть отличия языка. У нас в татарском языке парных слов очень много. Говоря о тифлокомментарий – это лаконичное описание того, что происходит либо на сцене, либо в театре, либо в музее. Тифлокомментарий применим в любых визуальных видах искусства. С этой точки зрения какие-то, да, есть определенные сложности с татарским языком. Тифлокомментарий, он должен быть очень коротким, лаконичным, так как есть определенные правила тифлокомментирования, так как тифлокомментатор должен говорить свои слова в паузы, которые происходят между репликами авторов. Есть определенные правила, которые ни в коем случае нельзя нарушать, это не наезжать на реплики. И пауз на самом деле в кино и в театре очень мало, а тифлокомментатор должен в этот промежуток вписаться, да, так скажем. В то же время он должен быть понятен для незрячего зрителя, который не видел этого действия, и образный должен быть, и понятным языком в то же время должно быть. Вот по этому поводу я бы хотела, чтобы включить небольшое видео, чтобы все понимали, что это такое тифлокомментарий. Союз мультфильм. Уники ай. Кышкы урман. Тәңкә-тәңкә кар ява. Агачлар карга күмелгән. Бер зур чыршы ботагында туңган карт карга утыра. Шарға жылнырға айда, бек қартайдым шо. Уян килә.
Мин менә йөгереп тә җылына алмыйм. Суык, 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 суык. Ағашта тиеннәр сикерә. Тиеннәр, тиеннәр. Әйдәгез, кушлы уйныйбыз. Кояшка эндәшик, язны чакырыйк. Ерактан чана тартып, гади генә киенгән бер кыз бала килә. Ул туктап карап тора. Куям, тәпиен тынган. Ну вот, я думаю, у вас теперь представление есть, а тифлокомментарий, в принципе, в театре тоже. Ул театрда бик ныклап заниматься иттеләр, чөнки безнең русчага перевод вакытында, перевод туктап торган вакытта Гөлүсә әйтеп бетерергә тиеш үзенең фикерен. Шуның өчен әкренрәк була русчага переводы безнең, потому что алар бит алар күрмиләр генә, ишетәләр. Шуның өчен без каршыга куйдык сурды переводны да. Кайберләре ишетми дә, күрми дә торганнары булгач. Гөлүсә менә бездәге переводчик белән алар инде бергәләп эшләячәкләр, бер үк кабинада утырып, алар бер-берсен ишетмәскә дә тиешләр, бергә, бер-берсенә юл куярга тиешләр. Шушында сәхнәдә нәрсә барын Гөлүсәнең беренче репетиция вакытында карап чыктык. Ул бөтен сәхнәдә нәрсә бар икәнен санап чыгарга өлгерә. Менә монда шкаф тора, менә монда диван тора, менә монда баян тора, менә һәр куян чыга. И артистлар русча сөйли башлауга, татарча сөйли башлыйлар, перевод башланганча Гөлүсә шуны әйтеп бетерергә тиеш. Ул карарга бик җиңел шикелле, спектакль барышында монда инде бездән сорала безнең артистларның да, Гөлүсәнең дәген, үзебезнең переводчикның да бик шундый игътибар белән уйналулары. Алар аңар әзер, чөнки әз генә өлгермәсәләр, анда уже икенче төрле, мәсәлән, бүтән кеше килеп чыга дип, анда Гөлүсәгә вакыт калмаска да мөмкин. Шуның өчен анда артистлар безнең менә һәр яңа зданиедә аларны кайда переводчик утырганны күрмиләр. Безнең хәзер яңа аппаратуралар, телевизордан карап без перевод ясыйбыз, наушниклар киеп. Шуның өчен монда бердәм булып менә уйный без репетиция ясадык, тагын әле ясаячакбыз, чтоб теге бер-берсен бүлдереп, анда уже русчаны дагын бүлә алмыйбыз, чөнки аңламаучылар бар, татарчасында аңламаучылар бар. Шуңар күрә бик теге зур сабырлык, түземлелек сорый торган эш. Тиз әйтсәң аңламыйлар, кызу әйтсәң тагын аңламыйлар. Менә ничектер шунда үзе килеп чыкты ул безнең. Мансур әфәнде, монда да бар татарчаны аңламаучылар. Әгәр дә мөмкин булса, шушы фикерне яңадан русчада әйтсәгез иде. У нас, мы когда репетировали, у нас одна проблема, у нас новый театр, сейчас переводчики у нас сидят уже в другом месте, они уже спектакль вообще не видят, как вот комментаторы хоккейных матчей, они сидят по телевизору и переводят по тексту. И некоторые, которые от себя артистов выходят, даже они теряются, сразу слов найти таких невозможно никакому переводчику. Вот здесь надо очень терпеливо надо подойти, и они подошли, и наши артисты это прекрасно понимают. Здесь уже автоматически, до автоматизма надо дойти, что когда на русский перевод чуть-чуть останавливается, мы специально выбрали такие места, чтобы она останавливалась, вот эта переводчица, и Гөлүсә в это время, там секунды, она должна, что происходит. Вот здесь стоит стол, возле него стоит там баян, возле него стоит там или другой. Все, что происходит на сцене, Гөлүсә должна объяснить уже за секунды, что происходит на сцене. И поэтому очень она уже этот спектакль, наверное, наизусть знает, уже раз 5, наверное, она посмотрела. И сколько переводила, сколько дома, наверное, сидела, по видео снимали мы специально учиться. Поэтому это надо специально готовить такие спектакли, а это спектакль «Кролик Эдвард» это не для такого понятия. Ну, здесь все надо аккуратно подойти и артистам, и переводчикам, всем, и музыкантам, и операторам, всем.
вроде у нас получилось, вот когда репетировали, 20-го, это когда уже зрителями, что получится, ну, все будем стараться друг друга слушать. Мансур, дополню, не пять раз, на самом деле, намного больше. Мне было предоставлено видео, я работала вот по видео. Тифлокомментарий готовится где-то 2 недели, можно сказать, если это сжатые сроки, до месяца может готовиться, 20 и 30 и более раз просматривается каждый эпизод, чтобы четко выверяется, да, чтобы это было четко. Можно сказать, что даже больше просмотрела. Там у нас и артистов много. Каждый артист во что одет, во что... Вот сейчас они быстро переодеваются. Сейчас он кролик, а уже выходит уже вообще другим персонажем, поэтому надо все это успеть. Да, и отличие от тифлокомментариев в кино и в театре. Театр это живой организм, да, и по-разному могут. Я подготовила свой тифлокомментарий, он представляет из себя сценарий, между репликами написанный какой-то текст. Подготовила, но на самом деле на сцене может происходить как-то по-другому, и тифлокомментатор должен среагировать, вот эти моменты уловить и объяснить, чтобы незрячий зритель понял это. Спасибо. И вопрос, Ксения Михайловна, нам интересно узнать о программе поддержки людей с нарушением зрения «Особый взгляд» благотворительного фонда Алишера Усманова. О ваших идеях. Спасибо. Да, всем здравствуйте. Очень приятно присутствовать у вас в Казани и заключить такое партнерство с театром казанским, татарским и с библиотекой для незрячих, слабовидящих людей. Расскажу немного о программе. А можно презентацию, пожалуйста? Программа поддержки людей с нарушением зрения «Особый взгляд» – это программа фонда Алишера Усманова «Искусство, наука и спорт». Она действует с 2013 года, и эта программа направлена на 2 направления – это социальная адаптация и реабилитация, и так называемый социальный диалог и коммуникация. В рамках этой программы были проведены, например, 2 операции по пересадке незрячему человеку бионического глаза. Это ретинальный имплант, это инновация дорогостоящая достаточно, которая позволяет тотально незрячему человеку видеть. Также в рамках этой программы проводятся бесплатные операции на сетчатку глаза, операции, которые относятся к срочным операциям и которые не поддерживаются, к сожалению, государством. За 5 лет мы показали также специальные спектакли для незрячих людей. Это спектакли с закрытыми глазами, как мы их называем. Они либо созданы таким образом, что играются полностью в темноте, либо зритель надевает маску. И здесь мы говорим о полной инклюзии, потому что не только незрячий получает полноценное действие, но и зрячий должен адаптироваться и посмотреть спектакль с закрытыми глазами. Про тифлокомментирование скажу в самом конце, да, в театре. Мы сейчас очень сильно расширяем эту программу, и уже были представлены фильмы на 2 крупных фестивалях, это ММКФ и Меридианы Тихого во Владивостоке. И хочется отметить для нас важность спектаклей с тифлокомментированием, конечно же. В этом году мы открыли такой спектакль во Владивостоке, в приморской сцене Мариинского театра, и наравне с этим театром, да, буквально скоро, 20 мая, зритель незрячий сможет увидеть спектакль на татарском языке. Для нас это первый опыт тифлокомментирования на другом языке, и мы безумно благодарны театру и библиотеке для незрячих за такую инициативу. Безусловно, сейчас такое время, когда тенденция, да, по благотворительности, она очень сильно направлена на незрячих, но, к сожалению, благо творить сложно, если нету людей, которые поддерживают. И мы бы хотели вручить Мансуру Зинуровичу, секундочку, и Наилю Ибрагимовичу такие плакетки, которые
подтверждают наше сотрудничество. Секунду. Спасибо. Я бы хотел поблагодарить фонд Алишера Усманова и его сотрудников за то, что они с маломобильными гражданами именно по зрению работают, и уже не только в этой области. И вот хорошо, что именно кино уже было хорошо, а именно театральные поддержали проект. Это очень важно, и притом на татарском языке. У нас, не только у нас, это и в Российской Федерации, за рубежом, на татарском языке еще не было таких проектов. Спасибо вам и желаю вам удачи. Спасибо. Спасибо. И в завершение своей речи хотелось бы показать маленький ролик про то, что тифлокомментирование, да, это сложно, но в таком смешном виде. Программа для людей с нарушением зрения «Особый взгляд» представляет. На сиреневом фоне титры «Искусство тифлокомментирования». Не все тифлокомментарии одинаково полезны. На листе бумаги рисованное изображение. В правом углу слепой с наушником и в темных очках. В левом женщина-тифлокомментатор у микрофона. Появляется изображение люстры с абажуром. Тифлокомментарий. Загорелся абажур. Выражение лица незрячего становится недоуменным. Над его головой образ пылающего абажура. Следующее изображение – ссоры мужчины и женщины. Женщина стоит, выставив ногу вперед. Тифлокомментарий. Выбрасывает ногу в сторону. Над головой удивленного слепого появляется образ женщины с оторванной ногой в руке. Следующее изображение – мужчина схватился рукой за голову. Тифлокомментарий. В глазах Федора темнота расплывается пятнами. Пятна становятся в круг. Над незрячим появляется образ. Человекообразные пятнышки держатся за руки в кругу. Новое изображение – дома и деревья за окном. Тифлокомментарий. За окном поезда бегут деревья, дома. Над головой слепого дома и деревья пускаются в бег на человеческих ножках. Следующее изображение – театральная сцена с опускающимся занавесом. Тифлокомментарий. Маркиза опускается. Над незрячим появляется образ пьяной маркизы, сидящей на полу с бутылкой в руке. Лист бумаги закрашивается сиреневым. Титры. Тифлокомментирование – это лаконичное описание пространства, предмета или действия, которые непонятны слепому, слабовидящему, без специальных словесных пояснений. Подпись. Сергей Николаевич Ваньшин, автор методики тифлокомментирования в России. Тифлокомментарий для вас подготовила тифлокомментатор высшей категории Негруца Екатерина. Благотворительный фонд Алишера Усманова «Искусство, наука и спорт». Спасибо за ролик. Уважаемые коллеги, сейчас перейдем к вашим вопросам. Я же напомню зрителям, которые смотрят нас онлайн, что они могут направить свои вопросы в мессенджере WhatsApp на номер 8 927 037 91 10. 8 927 037 91 10. Вопросы, коллеги? Пожалуйста. Татар-Информ, пожалуйста, Наиль Селиванов. Знаете, вот спасибо за большое дело, которое вы делаете. Сразу несколько вопросов и даже предложений. Вот в театре очень важно, помимо того, где располагается, во что одет, и самих реплик, жесты, мимика, как комментатор это передает, и важно ли это делать, и в данном спектакле будет ли это? Безусловно, тифлокомментатор описывает все, что происходит, жесты, все то, что непонятно слепому человеку без специального пояснения. Еще тогда. Вот это все напоминает забытый такой жанр, как радиоспектакли, радиопостановки. Когда не было телевидения, мы еще помним, то есть идут реплики и некий комментарий. Все-таки есть ли какая-то разница, какая-то специфика, вот, типа, вот отличие от радиоспектакля. И есть предложение, помимо того, что кто есть на этом спектакле, вот то, что вы делаете, делать аудиозаписи и делать радиопостановки на татарском языке через наши сферы. И второе предложение. Вот я посмотрел на татарском языке мультфильм, и что меня подсказало, это великолепной методологии обучения татарскому языку.
Ведь когда русскоязычный, ну или плохо знающий татарский язык, он видит действия и комментарии, помимо того, что реплика, то есть он уже четко знает, что он видит действия и понимает, что это означает на татарском языке. Это тоже некое продолжение, и мне кажется, это будет великолепно еще поводом не только для незрячих, да, а вообще для тех, кто учит татарский язык. Безусловно, да, у нас есть опыт организации фильмов. Уже 5 лет мы показываем совместно с кинотеатром «Мир». И на эти показы наши приходят не только слепые и слабовидящие, это и инклюзивные такие показы, приходят и зрячие люди в том числе. Да? Если мы, когда начинали, нам говорили, выключите, что это такое, нам это мешает. Вот. И сейчас вот какие-то моменты, особенно исторические фильмы, да, мы не все знаем, вот это пояснение, оно даже и зрячим помогает понять. Применимо к татарскому языку, безусловно, это тоже очень будет полезно. И вопрос был про радиоспектакли. Мансур Ерзмилов. Спасибо за вопрос. Мы уже не хотели раскрыть секреты там, если я начну уже про татарский язык, у нас бы про вот этот, даже пресс-конференции можно было даже не быть. Поэтому я уже про татарскую открытым текстом не стал говорить. Это уже наши чуть-чуть там секреты были. Да, действительно, через мы хотим вот это татарское, потому что это сурдоперевод сейчас, вот даже мы разговаривали перед вчера сурдопереводчицей, которой, она напрямую на татарский язык не может. Вот сейчас она изучает сурдоперевод на татарский язык. Это тоже сложно, и у них сложно, и для людей, которые вот у нас-то разницы нет. Слепой человек, мы же не спрашиваем, он татарин, русский, поэтому очень сложно будет на русском перевод, все равно, плюс на татарский вот этими словами она объясняет, потом эти же слова передать на русский язык, который, это сложно будет первоначально, мы это понимаем, но надо начинать. А по радио я могу сказать, это уже не только наши компетенции, это уже если телевидение, мы вот последние годы, когда я вот с телевидения только ушел, я сразу начал заниматься вот первый театр, который в телевидении записали, вот это наш спектакль, это был Карибский театр. Я сразу вышел, когда начал работать в театре, вышел с предложением, давай напишем наши старые спектакли. Многие театры, конечно, они отказались. Мы первым пошли вот на этот ход. Вот сейчас, который по субботам показывают с часа дня, это вот сейчас уже каждую неделю идет татарский спектакль. А радио, да, нет, там сложности есть. Записывающее устройство, мы уже Булгаррадиоса попробовали такой вопрос поднимать, там опять на финансы и вот эти сложности работы. Если мы сможем хоть чуть-чуть записать вот этот, который ее, хоть сколько-то, нам спектакль, хоть премьера, не премьера, конечно, когда премьерный спектакль, не хочется вот это все на радио, но мы будем идти до конца, все равно вот эти отрывки постараемся, Булгаррадиосы вроде не против, там еще остальные все разрешения дадут, мы выйдем. Айрат Миловичу я уже объяснил насчет этого исполнительного директору. Мы, наверное, найдем общее решение и выйдем вот с этим вопросом на радио. Здесь вот сложность в том, там надо записать уже каждые слова каждого актера отдельно в радио. Поэтому, ну, они вот отрывками это можно. Спасибо. Еще вопросы, коллеги? Журнал Сүйінбеке, Гүлнур. Рахмет. Сіз айттыңыз, менің сұрауым мағайын директорғадыр енді. Нашар көруші кіші гіне аңлайды деймін. Адағы сәхнеде барған үзе турында, көбіклер турында сөйлеген проблеманы ол яқшырақ аңлайды. Ол енді иінде де шул проблема белән яши, бәлки аның уфукларын киңәйтер өчен бөтенләй башка темалар алырга кирәктер, аларга күрсәтер өчен. Аны
biz uyladık ikinci temada, mesela Burikajani, biz bu spektaklga narsaga to'xtaldik. Bizning Burikaja butunisi maktab programmasına kirgan, Tatar tilining maktab programmasına kirgan spektakllar bizning bolalarga. Agar biz anig'ini qo'yamiz ekan, shunda maktab programmasini bunda o'qiganlar butunisida tatarchasini bilmaylar. Shunga ko'ra bizning bitinde tatar xalqi tege ruschasında o'qiy, nemischasında o'qiy, shunday asarlarni o'qib borganga ko'ra biz o'rtaq fikrga kelib, mana shu spektaklni oldik. Chunki butun kishi bilan Krolik Edvardning narsa bilan shug'ullangan, u elekega ko'ptangi bora turgan asar bo'lgach, onda yengilroq anglarga, tatarlarga da, ruschlarga da bu как универсальный spektakl kelib qoldi. Shunga ko'ra agar biz tatarni olamiz, uning обязательно tag'in ikkinchilari bo'la, ikkinchi kishilari shiga, onda уже ник tatar shag'ina. Shunga ko'ra Krolik Edvard eng yaxshi, mana bizning bergan asarimiz Zinur Husniyarga mana shu yangacha bütün yoqni kitirgan bo'lirga tiyish degan fikr bilan berildik. Zadaniyani ul yoza, oxirin mana nechikdir shulay o'ylab bitirasi bo'lar. Stop bir kishini qolib, bir kishini tege miskin holida qoldirib тоже bekoramay, bütün üstidagi buni onlarga tiyishlar nindigina 175 til bor ekan bizda, 175 tilli kishi so'qir mo'l, invalid mo'l kelib qarasalar 175 xalqda 175 tildagi xalqda onlarga tiyishli deb to'xtaldik. Rahmat. Tatar Inform Ruzila Muhammadova. Гафу итегез, Шүрәлен дә бөтен кеше белә. Ни өчен менә шушындый бар татар классикасы алынмады һәм вакыт белән сыналмаган яңа әйбер эшлисез. Күрмәүчеләр өчен дә безнең татар классикасын күрсәтү һәм белдерү логичныйрак түгел идеме? Ничек? Юк, сез вакыт белән сыналмаган яңа пьеса заказ биргәнсез, яңа пьеса. Әле ул ничек була һәм bilmәгән әйбергә тотынганчы безнең вакыт белән сыналган классик әсәрләр бар. Шулар нигезендә менә күрмәүчеләргә дә яраклы пьеса, спектакль эшләп булмый идеме? Ни өчен вакыт белән сыналмаган әйбер алына? Монда безнең үзебезнең мәсәлән, үзебезнең мин нәкъ шул сорауга җавап бирдем. Репертуардагыны алсак, мәктәп программасына керсә, безгә менә татар телен саклау буенча безнең инде теләгебез икенче төрлерәк. Без чыгып карадык. Тукай турында дагы әйтеп карадык, Бусанны да әйтеп карадык. Ул гел бер әйберне гел кабатлау килеп чыга. Яңалык юк. Аны Шүрәле ничәсәң дә Шүрәле суанасы да суанасы булып кала. Аны төрле телгә әйләндерегез. Суанасы, аны берничә итеп тә булмый. Менә монда шушы бер ике сүзне кушып, шушы спектакльдә, яңа спектакльдә кеше ышанып килә, мәсәлән, үзебезнең мәктәп программасында, мин хәзер хәлемнән килсә, үзебезнең репертуарны әзрәк үзгәртер, мәктәп программасыннан Шүрәлене икенче төрлерәк күрсәтер идем. Аны күрсәтергә ярамый да, аны без үзгәртә дә алмыйбыз. Шуңар күрә, шул Шүрәлене күрсәтәләр инде. Бөтен кешедә шундый сүз. Һәм шуның өчен зритель җыюдан татар менә шушы вакытта татар тамашачысын җыю, балаларны җыю. Курчак театры балалар өчен. Анда яшьләр, балалар килә. Монда һәрберсе беренче класстан башлаганнары үзенең әкиятен караган кешеләр, алар кызыксынып килергә, нәрсәдер үзгәртергә кирәк, аларның фикерләрен или Шүрәлене бирергә тиеш, аны бию белән, или җыр белән, менә шулай итеп кызыксындыра алабыз. Суқыр кеше уларны күрә алмагач, безгә ничектер аны инде уларның барбыр, алар бит укыйлар мәктәпләрдә, суқырлар мәктәбендә дә, колагы ишетмәүчеләрнекендә дә, аны ничектер аңлаталар. Шуның өчен ул кызык булмас иде. Ләкин без аннан кире кайтмыйбыз. Шу Шүрәлене икенче төрле итеп язып була икән, икенче төрлерәк күрсәтеп була икән, аңар кайтырга була. Рәхмәт. Мен дә әйтеп китәм Әйе, мөмкин. Мен инде үзем шушында әйткән идем. Суқырлар алар сөйләмәгән караганда күбрәк укыйлар. Һәм алар күбрәк мәктәп программасында башкаларны күбрәк беләләр. Чөнки алар күрмәгәч менә күбрәк тырышалар име, белергә, күргән кешеләр белергә име.
Аларга ул яңалык, особый яңалык булмас иде. Алар һәммәсен дә беләләр. Ә менә монда бу яңа проектта аларның менә фәлсәфәсен, психологиясын, бүгенге заман, бүгенге җәмгыятьнең аларга карашын. Мен әйттем бит. Минем кебеләр һәммәсе дә оптимистлар. Ничек инде ул караганда күз алдына килми. Үзеңнең гайрың булса физик яктан һәм син оптимист бул. Хәтта без әле күзле бүкәннәр арасында пессимистлар бүгенге заманда күбрәк. Һәм әйттем, безнең хәзер килеп җитте рухи кризис, димме? Рухи кризис вакытында әле монда 100% теге сәламәтлеге яхшы булган кешегә дә игътибар юк дәрәҗәсендә диярлек, әйме? Ә инде менә мондый категория кешеләргә һәм алар, тагын әйттем, алар табигатькә, Ходай Тәгаләгә якынрак. Менә без аларга шуны күрсәтеп, максат аларга тормышка стимул бирү. Аларның күңелләрендә шундый орлыкны салу. Рәхмәт. Бик дөрес әйтәсез, бик зур рәхмәт. Рәхмәт. Шуның өчен шуфатлык тирән безнең проблемаларны аңлаган өчен. Мин сизәм сезнең әсәрегез бик әйбәт булып чыгара В дополнение, это произведение новое, которое уже будет, мне кажется, оно не столько для самих слепых, а будет полезен именно обществу, для нас зрячих. Это и нужно будет показывать всем зрячим. А по поводу вопроса, почему именно Эдвард выбран, я думаю, и татарская классика тоже еще будет. Мы же только в начале своего пути. Эдвард мы выбирали с точки зрения легкости, можно сказать, да, там я тоже отсмотрела весь материал. Именно для первого опыта там пауз много в начале, да, можно описать вот это все. С точки зрения мы их наиболее легкое произведение взяли, но классика татарская, она, думаю, тоже будет. У нас планы большие, и фильмы, думаю, должны быть, потому что с 2018 года издан указ президента России, все фильмы, выходящие при поддержке государства, да, они априори все должны выходить с тифлокомментированием. Я думаю, у нас еще большое будущее в этом направлении, и будет это все продолжено. Спасибо. Еще вопросы, коллеги? Да, пожалуйста. Можно еще, чтобы понять специфику работы актеров. Они искусственно растягивают паузы? Нет. Они артистам, мы сразу сказали, они как играли, так и будут играть. Ни в коем случае, да, по правилам тифлокомментирования такого не должно быть. Это все происходит так, как происходит для обычного зрителя, но тифлокомментатор, на то и есть тифлокомментатор, чтобы помочь незрячему человеку это все увидеть. Тифлокомментирование, тифлокомментарий, оно, вот если как бы нам понять, помогает именно увидеть незрячему то, что он не может. Первый опыт набрали, когда у нас был проект «Театр защитникам Отечества». Мы начали сначала наушники раздавать, по 1800 человек в зале сидят, и у нас столько наушников невозможно было раздавать, и мы начали бегущей строкой переводить. С двух сторон телевизор и бегущая строка. Там уже только текст идет. Но для других национальностей вот этот текст, который идет, даже тогда мы говорили артистам, не обращайте внимания, что там, поэтому мы ставили так, чтобы артисты бегущую строку не видели перевод. Они по тексту идут, когда артист друг другу помогает, там некоторые слова допускаются, а текст они не видят. Но она идет, поэтому здесь переводчики, которые сидят, или операторы, они потихоньку, вот мы уже, я же говорю, год, два, три подготовились, как будто это вот заранее было нам известно, мы подготовились работать вот в таком формате. И артисты наши уже привыкли так работать, потому что бегущей строкой вот это то же самое получается во время перерыва. Это Гулюся должна, что хочет сказать, у него время будет там в этом спектакле. Спасибо. Здесь был вопрос, пожалуйста. Здравствуйте, меня зовут Низамиев Булат.
Татаринформ. Еще раз спасибо за ваше дело, это очень хорошо, я считаю. У меня такой вопрос. Планируете ли проводить обучение новых специалистов по тифлокомментированию в нашей республике? В дальнейшем планируем это обучение проводить с Москвой. Вот, я думаю, что мы вот тогда в прошлом году запросили, нас сразу 2 специалистов дали сразу обучить. И мы в дальнейшем тоже планируем, потому что тифлокомментарий делать для всех фильмов в будущем придется очень много. Это действительно все выходящие на татарском языке сейчас фильмы, они тоже по указу президента Российской Федерации должны быть с тифлокомментариями. Так что работы будет много, и мы специалистов будем готовить вместе с фондом, наверное, Алишера Усманова, они профинансировали нам это дело, и с институтом в Москве, который работает в этой области. Я на самом деле могу добавить, это из проблем, наверное, которые существуют. Сейчас только одна организация выдает лицензии, сертификаты тифлокомментаторам, Институт РИАКом. Буквально 2 года назад было всего 16 специалистов, и нам удалось вот за последний год увеличить их до 50 человек. Безусловно, для нас важна работа в регионах, и вот курс, который, когда обучалась Гелюся, как раз содержал в себе представителей разных регионов, разных городов. И так как мы расширяем, и нам важно, чтобы это было не только в Москве, безусловно, мы будем двигаться в этом направлении. Спасибо. Уважаемые коллеги, время, отведенное на пресс-конференцию, вышло, к сожалению, но если у вас остались вопросы, возможно, если вам надо обратиться за эксклюзивным комментарием, мы вас пожалуйста, ждем 20 числа. Пройдите сейчас в комнату для спикеров, и вы можете задать там вопросы. Спасибо за внимание. До свидания. Спасибо всем.